В Ингушетии с рабочим визитом побывала делегация Министерства культуры России во главе с заместителем министра Сергеем Обрывалиным. Представители федерального ведомства вместе с главой региона Махмудом Али Кариматовым, а также владельцем промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым посетили горную Ингушетию. Группа «Сафмар» в 2023 году намерена продолжить восстановление башенных комплексов Джейрахского района. Ранее в ходе встречи главы Ингушетии Микаила Гуцериева были достигнуты договоренности о реализации программы развития Джейрахского района, в которую помимо восстановления родовых башенных комплексов входит также обновление инженерных коммуникаций, строительство отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом. По итогам встречи с представителями Минкульта России было заявлено о реконструкции группой «Сафмар» порядка 10 объектов культурного наследия и башенных комплексов, в первую очередь тех, что находятся под угрозой исчезновения – Обенхо, Кели, Пуй. В настоящий момент уже начаты работы по реконструкции 3 башенных комплексов – Ний, Морч и Харпи. Открыть объекты после реставрации планируется до конца 2023 года. Еще 2 объекта – древний христианский храм Тхаба-Ярды и комплекс оборонно-сторожевых башен во Внушке – будут реставрироваться за счет средств федерального бюджета, выделяемых Министерством культуры. Сергей Обрывалин специально прибыл в регион для изучения территории, на которой предстоят работы. Через неделю сюда выходит археологическая группа 20 числа. Они начинают раскопки этого объекта. Сейчас мы подключили группу из Санкт-Петербурга, СМП Групп, которая специализируется на подобного рода объектах. И они проектируют закончить работы к маю месяцу текущего года. После чего летом мы можем приступить уже к работам непосредственно физически. Лицензированная группа, безусловно, мы не позволили бы. Сертифицированы все материалы, связанные с известью, связанные с глянцем и другим материалом, которые используются для работы. Также стороны обсудили взаимодействие органов исполнительной власти и группы «Сафмар», контроль качества проводимых работ, необходимость сохранения первозданного вида объектов и соблюдения технологий реставрации. К работам будут привлечены местные и приглашенные из других регионов специалисты, обладающие необходимым опытом. Махмуд Али Кариматов подчеркнул необходимость сохранения башенных комплексов для будущих поколений, являющихся уникальным культурным достоянием не только Ингушетии, но и всей России. Уже в конце марта археологическая группа приступит к проведению раскопок в районе храма Тхаба-Ярды и башенного комплекса во Внушке. В запланированных работах примут участие специалисты и ученые из Ингушетии. Реставрационные работы на данных объектах планируется завершить в мае 2024 года к праздничным мероприятиям по случаю столетия государственности Ингушетии. Первый заместитель министра культуры прибыл в Джейрахский район ознакомиться с теми наследием, которое нам досталось от наших предков. Это уникальные великие вещи. И мы месяц назад, полтора, были в министерстве. Встречались с Ольгой Борисовной, там и Сергей Геннадьевич был, и с нами был Микаил Сафарбекович, и мы обсуждали вопросы, которые должны поддержать, чтобы вы воочию увидели. И я думаю, что и Ольга Борисовна, и в целом правительство, наверное, обратит внимание, конечно, уже обратили внимание, да, но все-таки более внимательно отнестись к этому наследию. Это достояние республики, но оно России. Достояние России, это достояние России. Мы вместе сделаем программу и начнем с малого. Сейчас уже запланировали небольшие денежки на то, чтобы начали восстанавливать храм. И, по-моему, если не ошибаюсь, 2 или 3 башни. Вот, да. Поэтому в ближайшее время, в этом году, мы разработаем проектно-предметную документацию. И если удастся, на самом деле, в этом году, может быть, и подойдем уже вплотную к реставрации. Поэтому, ну, а на будущее, соответственно, вместе с главой и с жертвователями, с замечательными людьми подойдем к этой программе реставрации, ну, на ближайшие 5-10 лет. Я думаю, что поработать есть чем. Да. Ну и, конечно, то, о чем мы говорили, также обсуждали, в этом году проведем, наверное, какой-то симпозиум или какую-то конференцию здесь. Вот, подумаем. Именно вот в части наследия, которое... археология. Да. Вот, в части... Вот вы особое внимание обратили в храм 8 века Тхаба-Ярды. И вы сказали, что вы на себя возьмете восстановление его. Это очень важно. Министр уже поручила, деньги выделены, да. Поэтому будем говорить спасибо Ольге Борисовне. И думаю, что мы на правильном пути. Самое главное, жители должны понимать, мы не покушаемся
на чей-то род, чью-то башню. Мы просто не хотим, чтобы они в развалинах стояли. Восстанавливается. Конечно, Но знакомить мы будем, с наследием да, людей. но мы и будем детей. восстанавливать, где эта потребность будет, и к нам будет обращаться, и к нам обращается. Также во время визита гости республики смогли ознакомиться с комплексом Бишт, который был восстановлен на средства Микаила Гуцериева в 2021 году. В комплексе Бишт полностью приведены в первозданный вид 22 башни, 4 из них боевые. Были обнаружены 1700 артефактов, склепы и кладбища, захоронения языческих и мусульманских периодов. При этом использовались фотоархивы 1926 года, когда архитектурные сооружения еще были в сохранности. Наши предки сберегали это для нас, и сегодня мы намерены сделать все необходимое для сохранения великого культурного наследия, рассказал Микаил Гуцериев. Это специалисты, археологи, этнографы, полностью историки. Восстановление вот этих башен, если их не восстанавливать, почему мы акцентируем и почему Гуцериев Михаил Савельевич и министерство сейчас вот к этому подключилось, потому что мы утеряем это все. Вот сегодня реставрация этих башен, они еще веками будут стоять. Да. Мы сохраним их для поколения. Поэтому сегодня и есть такой настрой. Вот такой городок получился. И продолжаем дальше. Мы сейчас делаем опять 5 башенных комплексов. И очень большая просьба, если подключится наше дорогое родное министерство. Да, и мы восстановим, да. Делегация также посетила будущие площадки строительства 3 крупнейших объектов, реализуемых за счет финансирования из федерального бюджета: Государственной филармонии, Русского музыкально-драматического театра, Республиканского музея краеведения в городе Магасе. Сметная стоимость строительства всех объектов около 4,5 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию по плану в течение 3 лет. Зелимхан Калоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.